социалдык фонд төлөмдөрү кандай? 3% в солидарную часть төлөшөт. Согласно закону всё, о да? социальном страховании. Акылбек Усенбекович, вот мы жаңы айтып атпайбызбы, о неравенстве, да? На рынках неравенство, да? Потом те, кто, конечно, заступаются, вы поймите, там только руководство рынка, может быть, которые вот оптом нанимают этих людей, им это выгодно. А простые наши граждане, они не конкурентоспособны с ними получаются. Поэтому я думаю, что ваше предложение, оно правильное, во-первых. Во-вторых, социальный фонд 3% выплаты идут. Почему так? Почему наши учителя, почему наши врачи, почему вы, госслужащие, на фиксированной заработной плате, почему вы должны полные выплаты платить, а люди, которые занимаются бизнесом, или почему у них идет совсем другие ставки? Это, по-вашему, справедливо по отношению к кыргызскому малому бизнесу? Уважаемая Эльвира Джергалбековна, согласно закону о госсоциальном страховании, вот ставка установлена 3% в солидарную часть, так как они не претендуют, иностранные граждане, на получение в будущем пенсии. Это единственное, да? Да. А наши граждане, которые находятся, допустим, в других странах, как у них с этим обстоит? А как они выплачивают, если они на официальной службе, допустим, или в официальном бизнесе? Они полностью выплачивают? С странами соглашение, согласно которым, если пенсия тилжерде төлөнсө, то потом... Мисалы Россия менен кандай? Россия менен кандай? Эң чоң биздин жарандарыбыз Россия менен, да? Эгерде Россияда төлөнсө, ана пенсия чыкканда, ошол төлөнгөн... Bizde соглашение барбы? Мен билем, что Турция менен бар, Россия менен уже бар, да? То есть ошол Россиянын келген жарандары бизде деген 3% эле төлөйт, Россиян граждан, ова. А почему так? Почему наши граждане тогда полностью выплачивают, а российские граждане у нас не совсем? Они у нас пенсию потом получать не будут. Наши на пенсию откладывают. Не, ну наши-то полностью выплачивают, если мы про равные взаимоотношения говорим. Я не совсем, мне кажется, вот даже в этом случае социальный фонд, если как бы в приоритет ставить наших граждан, у нас даже государственный сектор полностью выплачивает социальный фонд с фиксированных заработных плат. А почему бизнес иностранный мы должны ставить выше, чем наших государственных служащих даже? У вас, я вот именно к вам, не как к налоговикам, а именно как к государственным служащим хочу спросить. Вы же не в бизнес-сфере, у вас нет как доходов, да, других, кроме фиксированной заработной платы. По отношению к вам это справедливо? Почему вы эти вопросы не поднимаете? Сейчас же соцфонд вам передали. Политика по страховым взносам, по тарифам у социального фонда осталась. Но вы это не обсуждали, да? Мне кажется, это не совсем справедливо. Я думаю, Акылбек Усенбекович, если вопрос поднимать, мы нашу государственную службу не должны ставить ниже, чем бизнес, но мы не должны ставить их еще ниже, чем иностранный бизнес. Это вообще несправедливо. Я считаю, вот именно в этом плане госслужбы мы должны, если мы не можем им в несколько раз повышать заработную плату, то хотя бы мы должны хотя бы морально как-то их поддерживать. Если мы не можем ни соцфонд им не урезать, бизнесу просим, а госслужба автоматически, мы у них даже не спрашиваем, взимаем, правильно, учителей, врачей. Поэтому это вот тоже предложение, которое, я думаю, нам стоит обсудить. Спасибо.